Добрый вечер. С вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайв», где мы вместе с вами обсуждаем важные для республики темы. Сегодняшний выпуск мы посвятим новости, которая буквально взорвала соцсети и СМИ, не только якутские, в первый же рабочий день Нового года. Это сообщение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о намерении подать в отставку и одновременный призыв поддержать на предстоящих выборах кандидатуру ее первого заместителя Евгения Григорьева. 21 год назад мы уже наблюдали операцию «Преемник» на уровне страны. И сейчас якутян волнует похожий вопрос «Who is Mr. Григорьев?». Уроженец Чурапчи, член партии «Единая Россия», выпускник Бауманки и еще двух московских вузов, победитель конкурса «Лидеры России», боксер, многодетный отец, отстраненный с должности заммэра и принятый на нее обратно. Сегодня Евгений Николаевич в нашей студии ответит на мои и на ваши вопросы, которые можно задать в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну, для всех эта новость стала сюрпризом, но, по крайней мере, думаю, что для вас точно нет. Вот как вам Сардана Владимировна и когда сказала, и какая была ваша реакция? Первая реакция, когда мне Сардана Владимировна сказала, по какой причине это предстоит делать, это, значит, конечно, большое переживание за дальнейшее здоровье Сарданы Владимировны. Значит, и чисто по-человечески она мне очень импонирует. Я очень переживаю за ее здоровье. Значит, ну, вторая дальнейшая реакция в том, что вот предстоит большая работа. Значит, надо работать. Сегодня Якутская городская дума официально уже приняла отставку Сарданы Владимировны, официально назначила вас исполняющим обязанности. Но вот я, насколько знаю, вы и до этого уже исполняли обязанности главы города на время больничных отпусков. Да, я в общей сложности, наверное, где-то чуть больше месяца, если собрать все периоды, или около месяца, я исполнял обязанности главы города Якутска. Теперь давайте немножко о вас. Вы родились в 1985 году, а первый университет свой закончили в 2008. Вы в армии служили? Нет, я в армии не служил, у меня в университете была военная кафедра в МГТУ имени Баумана. А как вообще деревенскому мальчику, то есть вы уроженец Улуса, причем даже не райцентра, а села, удалось поступить в Бауманку? Ну, здесь история, наверное, следующее, да. Я 85-го года, у меня родители оба учились в Томском университете, мать в педагогическом, отец в политехе. Они там студенческая семья, студенческий брак, и мать приезжает в гости к родне. Отец у меня сам вилюйский, значит, закончил Верхневилюйскую школу, известную, да, легендарного учителя Алексеева. Значит, мать после школы едет туда учиться, и они там знакомятся. Значит, мать приезжает в 85 году сюда в гости, едет к сестре в село Деринь, и там происходят роды. Да, вот я рождаюсь в Дерине, и в 5 месяцев мои родители переезжают в город на квартал. Начиная с 5 своих месяцев я живу на 17-м квартале, поэтому по большому счету я, наверное, парень 17-го квартала. Ага, то есть получается Деринка это просто строчка в место рождения, метрике. Детский сад, ясли, школа, все, первые шаги, все город Якутск. А школа какая была? Значит, тут тоже интересный случай. Я, значит, вырос в районе МЖК, это 135-й квартал, Лермонтова 98, 58 точнее. Значит, и там рядом находятся две школы, 29-я и 7-я. Меня сначала, значит, определили в 7-ю, но потом, значит, каким-то образом родителям удалось меня зачислить в Якутскую городскую национальную гимназию. И с 1 по 6 класс я, хотя 1 сентября пошел в 7-ю школу, я отучился, потом уже в 1 классе перешел в ЕГНГ. 5 первых лет отучился там, и с 6 класса я учился в Республиканском колледже у Ивана Ивановича Шамаева, это бывший РФМШ, и закончил РФМШ РК. Ну и, соответственно, после РФМШ уже можно было... Да, и, конечно, вот когда мы учились в школе РК, здесь огромный поклон моим учителям, которые меня учили. Действительно, нас, начиная вот с 9 класса, уже настраивали, что мы должны поступить в лучшие вузы страны. Здесь нам повезло, что у нас работал департамент
были выездные приемные комиссии. И вот мы поступали по 5-6 вузов и сидели, выбирали, в какой пойти потом учиться. И вот, мой выбор за меня, вот отец сказал, что тебе надо ехать учиться в МГТУ имени Баумана. Это классическая школа, фундаментальное образование. Ну и как отец сказал, так я и сделал. Думаю, не ошибся. А следующее образование вы уже сами по себе выбирали? Да, следующее образование это уже исходя из жизненной необходимости. В Бауманском институте меня научили считать, меня научили познавать новое, если это надо. Ну и научили техническим навыкам, да, инженерной мысли. Дальше уже занимаясь своей работой, я понял, что есть необходимость развивать свои навыки в области права, правоприменения, и поэтому я уже пошел, отучился в Московской государственной юридической академии имени Кутафина. 3 года отучился там и дальше учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по линии проектного управления. И в принципе я сейчас не останавливаюсь учиться, мне нравится учиться, и сегодня я тоже учусь. То есть 3 образования это 3 еще полных, не да, предел. и сейчас тоже учусь, да. А где, если не секрет? А сейчас я учусь в МГУ имени Ломоносова. Вот, забегая вперед, вы задаете вопрос, я отвечу, вот я победителем лидера России являюсь, и там одним из бонусов и подарков является образовательный грант. 1 000 000 рублей тебе дают как победителю, ты должен выбрать вуз или программу, на которой ты будешь обучаться. Я выбрал программу мастер бизнес-администрирования в экономическом факультете МГУ имени Ломоносова, и вот буквально в течение следующего месяца я должен сдать свою итоговую работу и выпуститься с МГУ имени Ломоносова. А как-то еще вот участие и победа в лидерах России повлияла? Вот повлияла ли она на решение Светланы Владимировны пригласить вас заместителем? Ну, я не знаю, как повлияло на решение других людей, но лидеры России, участие в этом конкурсе повлияло на меня лично. Я в лидерах России участвовал 2 года. В первый год я прошел на уровень полуфинала, поехал в Владивосток, но не попал в 30-ку победителей Дальневосточного федерального округа, чтобы пойти дальше в финал. Во второй год мне удалось пройти в полуфинал, ну и попасть в финале и выиграть, оказался в числе 100 победителей по России. Но в течение этих 2 лет я четко прослеживаю тот процесс, который я посвящал своему развитию. Лидерство – это ряд навыков, которые необходимы человеку, любому человеку, я считаю, развить в себе. Это чтение определенной литературы, применение тех знаний и превращение их в навыки. Это способ коммуникации с людьми. И вот за 2 года я сильно подтянулся участвовать в этом лидерах России. И на самом деле мне больше, чем победа в этом лидерах, дало само это время, проведенное в совершенствовании себя как человека, который хочет стать лидером. Смотрите, вот МГТУ имени Баумана вы закончили в 2008, а следующая строчка в биографии, которую удалось нагуглить, это 2015, окончание МГУА уже. Вы там 7 лет учились или куда делись эти 7 лет? Нет, в МГУА, как и любое дополнительное образование, второе, высшее, оно учится 3 года. С 2012 года я поступил в МГУА, значит, и я закончил 2008 год. Ну, вообще, тут, наверное, кратко. Тогда куда вот делись эти, после окончания Баумана? После окончания я занимался, значит, коммунально-строительной деятельностью в Москве, Московской области. Мы работали в подрядах, связанных с инженерными сетями, в подрядах, связанных со строительством домов, со строительством сетей инженерных. Я работал, занимался, значит, параллельно учебой с 2012 года. В 2012 году я поступил на очно-заочную форму юракадемии. Учеба выглядит следующим образом. 2 дня в неделю мы учились с 5 часов вечера до 10 и 1 день выходной. Ну вот и 2 года, вот, соответственно, я учился таким вот образом. Знаете, я на вас подписалась в Инстаграм в понедельник, вот, и к вечеру у вас уже было 9 тысяч подписчиков. Сегодня вот с утра смотрела, что 11. А сколько, если не секрет, у вас подписчиков было до 11 января? До 11 января у меня было в районе 2500 подписчиков. А вообще я, в принципе, до прихода в мэрию не занимался такой публичной деятельностью своей, я не освещал свою жизнь, но будучи являясь человеком, который ответственен в городе за строительство дорог, за строительство многоквартирного жилья, ну, в общем, за строительство, я считаю должным освещать эту деятельность перед людьми, чтобы люди понимали, где мы строим, для чего мы строим и каким образом мы принимаем решения. Вот, и, соответственно, 2500 человек интересовала эта деятельность. Я к своей странице относился как к хобби, ну и также относительно того, что вот я жизнь в понедельник поделилась на до и после, да, действительно, вот на момент узнаваемости и по подписчикам, это я четко почувствовал.
Давайте посмотрим на узнаваемость. У нас есть опрос. Вообще ничего не знаю, вот только то, что в Инстаграме сейчас информацию показывает, только это и все. Слышал, что он в команде нашего бывшего мэра Сардана Аксентьевой, да, и только когда она сказала, что просит горожан проголосовать за него, потому что она готовила, только тогда я про него услышал. Только когда об этом объявили, я узнала, что это за человек. Он даже не постеснялся, показал народу, как проехать около эпицентра. Все, немножко вызывает уважение, что человек, как говорится, не сидит в кресле и дает указания, а видит поле, как говорится, ходит, смотрит. Буквально вчера я о нем и узнал. Молодой, перспективный, амбициозный, может работать, ум есть, образование хорошее, соответствующее. Прочел в интернете, ага. А так ничего не скажу, опять-таки. Да, первый заместитель Сардана Аксентьевой. Он из «Единой России»? Нет? Сардана Аксентьева сказала, что он тоже хороший, достойный кандидат на место ее. Ну, я надеюсь, так и будет. Ну что, как вам? Ну, спасибо за теплые слова. В общем, в принципе, наверное, я могу сейчас выразить благодарность всем тем людям, которые мне написали. Вот я говорю, в понедельник всем, кто мне написал теплые слова поддержки, всем огромное спасибо. Вообще, и это для меня было очень важно, то, что те люди, с которыми я многие лет написали, все, кто меня в основном знают, с кем я пересекался на своем жизненном пути, либо учась в Москве, живя в Москве, либо работая здесь уже в Якутске. И спасибо вам за теплые слова, я каждому из вас тепло также отношусь, люблю, спасибо, уважаю. А я напоминаю, что свой вопрос нашему гостю можно задать в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Давайте вот за «Единую Россию» девочка заговорила. Вообще в СМИ часто пишут, что Сардану Владимировну гнобили из-за того, что она не член партии. Вот как вы думаете, то, что вы член «Единой России», это повлияло на то, что вас поддержали на всех уровнях? Я вот не могу сказать за мнение других людей, почему они меня поддержали, но я уверен в том, что меня поддержали, исходя из моих профессиональных навыков, исходя из того, что люди увидели во мне потенциал того, что я могу работать. И я верю в то, что в первую очередь для принятия решений нам нужно отталкиваться на способность твердо видеть текущую ситуацию и принимать правильные взвешенные решения. Я надеюсь, что меня выбрали и проявили, значит, доверие оказали, в первую очередь, Сардана Владимировна, сегодня депутаты, исходя не из партийной принадлежности, а исходя из моих профессиональных возможностей. А вообще вы в партию давно вступили? В прошлом году, 19-й год, позапрошлый год уже. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вопрос у меня как заместителю мэра, который занимался непосредственно дорогами. В частности, у нас была, то есть есть дорога межротная, которая покрыта асфальтом, но она в очень плохом состоянии. И этим летом у нас производился ремонт, который стоял по плану. Но производился ремонт с помощью песка. То есть песок нанесли в эти ямочки, через неделю уже его все в обратном состоянии. Но при этом отметка стояла, что произвели ремонт. Вопрос у меня такой. Кто это придумал и будет ли в дальнейшем вот данная практика происходить в дальнейшем? И те вопросы, которые у OneClick у нас сайт известный, говорят, что окружная администрация, если выделит нам асфальтную крошку, то в дальнейшем мы будем производить ямочный нормальный ремонт. А так мы будем производить вот такой песочный ремонт. У меня все. Спасибо за вопрос. Значит, следующая ситуация. Мерзлот на улице, я ее прекрасно знаю, мы не раз на ней и были, ездили. Значит, в этом году действительно мы провели в местах переходах инженерных сетей там местами ямочный ремонт асфальтобетонной смесью, и где вот не хватило этого, мы провели подсыпку ПГС
и, значит, в некоторых местах была применена крошка. Но эта улица у нас попадает, мы хотим ее и будем ремонтировать в рамках национального проекта, мы приведем ее в должное состояние, в принципе. И, значит, касаемо того, что вот мы чем подсыпали, да, и асфальтовой крошки. Сегодня мы действительно всю ту крошку, которую мы снимаем со старого асфальта, мы ее отправляем на повторное использование в наших дорогах, которые сегодня не попадают под ремонт текущий. Это вы видели в этом году на Ильминской мы применяли, там по пригородам применяли. И надеюсь, эта же, значит, работа будет выполняться в дальнейшем. И прошу, пользуясь случаем горожан, можно, наверное, по-простому, если вдруг увидите, где продают крошку, сразу говорите либо мне, либо в администрацию. Крошку мы не продаем, крошку мы всю используем на благо горожан дальше для того, чтобы отсыпать дороги, которые не попали в национальный проект. Значит, и вот по ямочному ремонту в этом году мы порядка 6 тысяч квадратных метров провели ямочного ремонта. Ну и вот 27 улиц, которые по БКАДу ремонтировались, вы видели сами все. Вы решили принять участие в выборах мэра, согласились. Вашу кандидатуру поддержала и Сардана Авсентьева, и Айсен Николаев. Но голосовать все-таки за вас будут жители города, и наверняка они не забыли, что в августе 2019 года по представлению прокуратуры вас освободили от должности из-за нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции. Вот, пожалуйста, расскажите поподробнее, чтобы не было предвзятого мнения у граждан. Да, значит, тут все по фактам выглядит следующим образом. Значит, в тот момент, когда значит, арестовали предыдущего заместителя главы Василия Васильевича Гоголева, я работал в другой структуре, коммерческой структуре, и параллельно на мне числилась моя компания, которую я создал, называется «Сахапаркинг». Мы построили в городе механизированные парковки. Значит, и в тот момент это не являлось никаким запретом. В течение одного дня необходимо было принять решение о том, чтобы кто-то должен заниматься в городе этой деятельностью. Ну и повторяю, в 2019 году это БКАД. Времени раскачиваться не было. Меня приглашает Сардана Владимировна, говорит, что давай, я тебе доверяю, ты должен это сделать. Я в легком, не то что в легком шоке, я вообще в шоке, то, что предстоит делать. Я не понимал спектр задач, которых необходимо решить. В тот момент, когда разговаривал, через час я уже понимал, с чем мне надо работать. Ну и вот, соответственно, в тот же день было принято, значит, решение о выводе меня из состава учредителей всех организаций. Я, собственно говоря, все это сделал. И на момент, когда вот прокуратура начала, значит, вопрос этот, я уже все заявления были поданы о выходе из состава учредителей. Ну, значит, там долгая корпоративная процедура вывода, потом регистрация, это все в налоговой. И на данный момент там получилось так, что действительно есть вот это нарушение. Но ровно через день, когда меня уволили, это нарушение было уже, я был выведен из состава учредителя, я не занимался после этого и не занимаюсь бизнесом, я работаю исключительно на вот, муниципальной службе. Собственно говоря, вот это было исправлено, и больше претензий со стороны прокуратуры и правоохранительных органов относительно этого вопроса нет. Поэтому, значит, этот нюанс возник не из-за того, что, значит, я что-то там натворил, а из-за того, что необходимо, не было времени раскачиваться, надо было работать, и выход из ООшки этой был просто распределен по времени немножко долго. Немножко вот затянулся. Немножко затянулся. Спасибо за подробный ответ. И мне говорят, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ага, меня зовут Елена. Вот у нас осенью состоялась встреча, получается, овощевод, микрорайон Сер, сот Березка, вот с Сарданой Владимировной, и, по-моему, вы там тоже были. Я был, да, там. Ага, и вот, и там вроде бы должны были внести Кульбертинова в план ремонта по асфальтированию. Да, как вот, значит, как и обещалось, как и глава города Сардана Владимировна сказала, так мы и начали с того момента, как мы были у вас. Вас же тогда не было Кульбертинова в плане, да, но мы начали работать уже внутри программы, искать возможность, каким образом было бы возможно отремонтировать эту улицу в ближайшее время. И вот были скорректированы планы. 2021 год, этим летом мы будем у вас на Ивана Кульбертинова, сделаем вам асфальтовую дорогу от ДСК до птицефабрики, как и обещали.
Планируете ли вы до выборов продолжать реализовывать те задачи, которые наметила Сардана Владимировна? Я планирую их выполнять до выборов, и если народ и граждане города Якутска поддержат и окажут доверие авансом, и будет победа на выборах, я продолжу это делать и после их. У нас общекомандные цели. Я являлся правой рукой Сарданы Владимировны, пока она была главой города. И все те задачи, которые мы выработали вместе, это наши командные задачи, они будут продолжены. Ну и, кстати, да, вы говорили о команде. Значит ли это, что кадровых перестановок тоже не предвидится? Кадровых перестановок не предвидится. Я считаю, отлично сработались, и команда сформирована, команда синхронизирована, и мы работаем так, как надо работать. А планы по поводу продажи здания мэрии, по поводу пересаживания сотрудников на такси вместо служебного транспорта? Ну, значит, вопрос по оптимизации, он стоит все равно. Значит, он стоит не от хорошей жизни, а от того, что действительно есть куча других задач в городском хозяйстве, на которые нужно тратить деньги. Задача, когда мы видим то, что можно сэкономить там, на том, что мы уберем часть служебного транспорта, или же оптимизируем расходы, которые связаны с содержанием большого количества зданий, они остаются в приоритете. Сегодня, если говорить о здании, структура окружной администрации находится по 17 адресам. Общие затраты на содержание всего этого 64 миллиона. Тут можно, значит, сказать то, что нужно применить по-хозяйски подумать, не разбазаривать деньги, а собрать каким-то образом все это дело в одном формате, и сэкономить деньги и сэкономить время работников, чтобы они работали все в одном пространстве. Плюс, если говорить про 17 квартал, то изначально та информация, которая прошла по поводу переезда мэрии в 17 квартал, она была обусловлена первой задачей не продать здание мэрии текущей, а что-то сделать в 17 квартале. Ну вот если я сказал, что я парень с 17 квартала, мне тема близка, я предложил Сардане Владимировне, давайте на 17 квартале построим административное здание. Почему административное? У нас в городе Якутске действует 7-я шумовая аэропортовая зона. По 135-му федеральному закону она установлена, она находится уже внесена в ЕГРН и, значит, налагает обременение на жилищное строительство под зоны, которые попадают под нее территории. 17 квартал целиком там лежит. И вот в этой территории нельзя строить жилье. Вот нельзя строить жилье. Соответственно, если бы можно было строить жилье, мы бы говорили вот застройщику, снеси вот эти дома и строй здесь жилье, пожалуйста, договор развития строительной территории. Этот инструмент мы умеем работать, мы за этот год 7 договоров таких заключили. Там нельзя этого делать. Вместе с тем, что-то надо делать с 17 кварталом. И одним из методов, как я смотрю, реальным, это построить там административное здание. Договор развития застроенной территории мы на это уже заключили, на административное здание. В прошлом году по муниципальной программе выделили 134 миллиона, и 3 дома, которые попадают под будущее административное здание, мы за муниципальные деньги в этом году пересели. И мне говорят, что у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, мы вас слушаем. Да. Да, вы на связи со студией. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вот Евгений Николаевич вас слушает. Ваш вопрос. Это я? Ага. Это вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я интересуюсь вот по теплым остановкам. Нынче вот зима холодная, особенно вот как-то ощутилась. Хотел узнать по программе теплых остановок. Вот у меня вот пожелание. В центре очень... Так, алло. Так, ничего пропал, вопрос Вопрос понятен. В центре нет теплых остановок, алло. Слушай, да, понятно. Да, все, спасибо за звонок. Да, действительно, зима, конечно, вот как сказали, значит, сегодня коллеги, это самая холодная зима за 10 лет, да, последних. И действительно, сегодня мы ощущаем это не только, значит, по общественному транспорту, но и вообще во всем жилищно-коммунальном хозяйстве города. Согласно, значит, вопросу, поставленному горожанинам, у нас следующая позиция.
Сегодня в городе Якутске действительно есть большая проблема по теплым остановкам, раз, по их количеству, и второе, по их эксплуатации, по их работе. Не всегда предприниматели эксплуатируют ее для удобства граждан. Да, там может появиться те или иные объекты, и поэтому они сегодня на каких основаниях существуют у нас теплые остановки? Практически все они являются объектами НТО и отторговываются по договору через управы. Управа отдает землю под установку НТО. Что будет происходить в этой НТО, это уже вопрос... Ответственность предпринимателя. Да, это уже другой вопрос, и поэтому появление там аморальных лиц или ведущих какой-то социальный образ жизни, это уже вопрос деятельности предпринимателя, и тяжело регулировать это юридически. Поэтому, значит, мной было предложено Сардане Владимировне в прошлом году, чтобы, а давайте-ка мы все остановки теплые будем управлять уже как остановками, а не как землей. Для этого давайте мы сделаем это через наше предприятие муниципальное ЕПАК. И в прошлом году мы начали работу эту, мы определили список, реестр остановок, которых есть там чуть больше 20 новых остановок будет построено. И мы хотим их построить по линии ЕПАКа, чтобы эти остановки были муниципальные, чтобы за порядок внутри этих остановок отвечал конкретный директор конкретного нашего предприятия, которого я могу вызвать, или мы можем ему сказать, что ты плохо работаешь. Смотрите, еще на WhatsApp приходят вопросы. Вот вопрос по летнему водоснабжению района Белого озера, в частности улица Ветеранская. Летнего водопровода нету, мучаемся. И ряд улиц, конечки автобуса 14, тоже нет летнего водоснабжения. Жители. Так, ну давайте здесь вот этот вопрос и касаемый ЖКХ, мне надо проконсультироваться с моими коллегами. Запишите, пожалуйста, номер, вот мои помощники здесь, чтобы записали. Мы обязательно свяжемся с вами после эфира и решим, ответим на этот вопрос. Основные проблемы в городе, какие вот сейчас есть, мы об этом тоже спросили у жителей. Давайте посмотрим, что они думают по этому поводу. Бутлегерство, проблема дорог, пыли, ну и там несоблюдение правил, там, карантина, там, после 12 всякие заведения там, наверное, работают. Самое основное, транспортные вопросы у нас не решаются, по всем критериям получается, да, качество дорог, соответственно, и узкие дороги, это, не знаю, как-то решаться должно, конечно. У нас карантин идет, в торговые центры все работают, вроде все работает, остальные службы не работают. Соцзащита почти не работает, в пенсионный фонд попасть нельзя, все очень сложно там, а здесь очень легко. Проблем я не вижу, все в штатном режиме. Дороги – одна из таких самых наболевших. Солидарен с горожанами. Общий дом у нас, проблемы-то мы все в глаза видим. Значит, что касаемо дорог, мы продолжаем работу в рамках национального проекта. До 2024 года мы отремонтируем в городе в совокупности 204 километра дорог. Значит, мы на 2021 год, на текущий год у нас стоит огромная задача. Просто 47 километров дорог мы должны отремонтировать. Если совокупно сумма прошлого года и позапрошлого года, это соразмерный километраж. Поэтому в этом году у нас особенно сложная задача по строительству дорог. Мы сегодня уже занимаемся этим вопросом. К слову, сегодня были у первого заместителя председателя правительства Алексея Засимовича Колодезникова по утверждению дополнительных перечня улиц, которые помимо 18 у нас уже были. Мы сегодня знаем, какие улицы мы ремонтируем, мы сегодня знаем, сколько это стоит, мы сегодня уже занимаемся допроектированием всего этого. Поэтому, дай бог, мы все нормально сделаем, и в сентябре 47 километров дорог в городе пойдет плюсом. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это жители села Катаси, Гоголев. Мы хотели бы туда начать спортзал. Так, проект наш был подан Минэкономики село Катахаев. И пока не решал, не попало ни в какую программу, федеральную и республиканскую инвестиционную программу не попало. И как бы нам решить этот вопрос? Это очень большое село, сейчас порядка 6,5 тысяч жителей. Это в основном жители улусные, наши жители. И ни одного спортзала, к сожалению, в 2016 году наш зал сгорел, и до сих пор мы живем как без зала. Это очень большая проблема
для молодежи и жителей села Хатасы. Спасибо. Вопрос про спортзал Хатасы. Вопрос вообще спорта мне близкий. Я очень сам понимаю проблему, когда негде тренироваться, это плохо. Действительно, в ПСД на ваш зал уже готово. Оно было передано в Министерство спорта. Дальше уже, значит, попало вот в процесс включения в инвестиционную программу. Вместе с тем, я хочу отметить то, что сейчас по инициативе Айсена Сергеевича ведется работа по формированию указа главы республики о социально-экономическом развитии города Якутска, и готовится новый закон. В рамках этого указа и в рамках этой работы, которая сейчас ведется между правительством и мэрией, в ближайшие 2 месяца документ должен быть сформирован. Там отдельной строкой стоит строительство круглогодичного спортзала в Хатасах. Ну, это процесс долгий, год там, и более строительства. Это я прекрасно понимаю, поэтому мы вот буквально сегодня на совещании по году трехлетки благоустройства, значит, мы сделаем следующую работу. Мы обязательно в Хатасах этим летом планируем построить воркаут-площадку. Там у вас есть площадь, на которой можно организовать и футбольное поле, ну и рядом хорошую воркаут-площадку, вот, чтобы была возможность подтягиваться, ходить на брусья, и параллельно молодежь, чтобы могла собираться там и уже вокруг. Ну, то есть, по крайней мере, на свежем воздухе можно будет заниматься. Это мы этим летом сделаем Летом уже. В рамках трехлетия благоустройства у нас деньги есть, это мы этим летом сделаем, чтобы уже... теплый спортзал будет построен. Теплый спортзал уже в рамках деятельности с республикой по указу. Да. Вот еще на WhatsApp приходит. Евгений Николаевич, прошу вас привести в порядок пешеходные переходы. Вы сами, как водитель, наверное, замечали, что сразу после съезда с кольцевых понатыкали переходы, что неудобно и опасно для пешеходов, особенно в зимнее время, когда видимость нулевая. Также на улице Жарницкого переходы выставлены на поворотах. Далее светофоры, которые включаются с кнопки пешеходами, из-за холода не срабатывают. Да, вот, кстати. Да, по кнопкам согласен. Значит, смотрите, по установке пешеходных переходов здесь ситуация следующая. У нас все вот кольца, в том числе, значит, улица Жарницкого, реконструкция, они объекты, которые имели государственную экспертизу. Значит, и по экспертизе сказано то, что вот переход находится в должном месте. Но вместе с тем, если мы на практике сейчас вот люди ставят вопрос, что они неудобные, мы рассмотрим этот вопрос на комиссии безопасности дорожного движения. Если есть необходимость там передвинуть их или как-то, мы рассмотрим этот вопрос. Здесь просто нужно понимать, что такие решения принимаются не мной. Давайте покороче будем отвечать. У нас есть вопрос о начале газификации села Пригородное. Что скажете? Здесь нужно, значит, на этот вопрос отталкиваться от схемы газоснабжения, она принята, и давайте мы обсудим этот вопрос с курирующим замом и с СГХ. Номер телефона возьмем и позвоним вам, ответим. Ага. Вопрос по договору развития застроенных территорий, 145-й квартал. Да, по 145-му кварталу у нас 2 застройщика, это есть 2 ДРЗТ, это наше муниципальное предприятие Агентство по развитию территории, ее дочерняя компания, и, значит, республиканская компания РДР Групп строительная. 2 ДРЗТ есть, мы должны начать строить. Здание мэрии нельзя продавать, в конце концов это здание историческое, как Моссовет в Москве или любые другие здания столицы региона. Горожане знают, что это здание как путеводная звезда. Почему люди, которые отвечают за наш комфорт, спокойствие, должны сидеть в каком-то конце города? Хорошо, такая точка зрения тоже есть у людей, да. Если бы, ну ладно, потом уже ответим. Так, сможет ли Евгений Николаевич найти время для совещания с омбудсменом по делам предпринимательства Кычкиной относительно заявлений предпринимателя Захарова? Ну, с омбудсменом я не то, что должен найти время, я обязан провести это совещание, если есть такая необходимость, конечно, проведем. Какие планы насчет здания магазина номер 4 Подзержинского? Ну, 4-й магазин имеет собственников, это необходимо решать уже совместно с собственниками, какие у них планы. Ну все, спасибо. Очень много вопросов. Мы их обязательно передадим вам. Те, которые поступали на WhatsApp, они все с номерами. Я благодарю Евгения Николаевича за то, что он пришел к нам в студию и ответил на вопросы. И напоминаю, что это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. И уже через неделю по телефонам студии 42 14 39 или по номеру WhatsApp 914 273 44 88 можно будет задать ваш вопрос. Евгений Николаевич, спасибо. Спасибо, Ирина. Всего доброго, будьте здоровы, хорошего настроения всем. Спасибо.
Спасибо за оказанные, значит, слова поддержки. Те, кто пишут мне в Инстаграме, в WhatsApp. Спасибо, друзья. Сардане Владимировне скорейшего выздоровления.